Чем человек, умеющий рисовать, отличается от человека, не умеющего это делать? Посмотрите, как уверенно такие люди выглядят на художественных выставках и в музеях, с каким пониманием рассматривают они эти картины и как профессионально судят о таланте художника. Почему? Потому что знают и понимают предмет обсуждения, чувствуют и тонко воспринимают искусство. И обратите внимание, с каким уважением на них смотрят окружающие их люди, которые судят о картинах на уровне нравится-не нравится и не находят слов, чтобы объяснить почему. Занятие рисованием в ИЗО-студии развивает художественный вкус и художественное восприятие, умение видеть и понимать красоту в искусстве и в жизни. Приобщившись к миру прекрасного, человек начинает разбираться в художественных стилях, течениях и направлениях, проявлять интерес к другим видам искусства. Казалось бы, что такого важного в рисовании? Как же влияют занятия живописью на развитие? Во-первых, у ребенка развивается пространственный интеллект. Даже маленькие дети рисуют на формате А3. Это неспроста. Важно, чтобы ребенок научился ориентироваться на большом листе бумаги. Несомненно, рисование развивает мелкую моторику, а это стимуляция участков мозга, ответственных за мышление, речь, зрительную память. Во время процесса задействованы оба полушария головного мозга. Активно возникают межполушарные связи, что развивает еще и воображение. Почему полезно рисовать в группе? У детей есть общий интерес. Глядя друг на друга, они лучше стараются. Занятия рисованием в группе развивают у ребенка дошкольного возраста внимательность, усидчивость, аккуратность. Пальчики привыкают уверенно держать кисть и рисовать изящные линии. Все это помогает без стресса подготовиться к школе. Для чего нужно рисование детям? Как вы думаете, взрослые? Белый лист бумаги – это пространство для ребенка, где он может выразить свои эмоции и накопившиеся детские переживания. Да-да, именно так. На занятиях рисованием важен сам процесс, а не результат. Но даже он играет важную роль в формировании личности вашего ребенка, насколько он будет уверенным во взрослой жизни. Так вот, об эмоциях. Что мы делаем, чтобы перезагрузиться от рабочей недели и накопившейся усталости? Все это делают по-разному. Баня, встреча с друзьями, подругами. А как же быть ребенку? Правила, дисциплина, делать так, как я сказала, все это буквально приедается ребенку и, естественно, ему будет неинтересно. А вот процесс рисования позволит маленькому человеку перенести радость, печаль, грусть. Даже болезни отступят быстрее. Тогда иммунитет ребенка не будет подавлен негативом и сможет быстрее справляться с болезнями. В творческом центре для взрослых и детей «Художник» в поселке Ибрейсе и Пресинского района уроки рисования не зря являются наиболее любимыми у деток. Конечно же, сам по себе ребенок не нарисует вот такой пейзаж, но занимаясь под руководством опытного педагога и руководителя центра Галины Геннадьевны Семеновой, он это делает и от этого невероятно счастлив. Людмила Матвеева, Галина Семенова.